как бомжи. Вот как они живут в мусорную яму, и мы так тут. Так половина населения Губайдуловки вышла сказать, что переполнило их терпение. Ни дороги нет, ни газ нет, ни магазин нет. Нас никто внимания не обращает. Замглава Рафаэль, ну, имя отчество не знаю я его. Он обещал, вот, не скоро будет дорога тут. Вот, ждем, уже 10 лет доходит. Пойдем куда-нибудь. Сейчас приехать в Губайдуловку можно только петляя по полевым протоптанным дорогам. В деревне на 7 домов осталось 12 жителей. Готовят еду и согревают жилье здесь покупным газом из баллонов. 560 один баллон. На месяц не хватит. А еще топят печи дровами. Тяжело, конечно. Один машина 12 тысяч. За покупками приходится ездить в соседнее село. Как говорят, хорошо, что электричество в свое время провели. Еще местные жители радуются, что у них хотя бы есть водопровод. Вот эту единственную на всю деревню колонку построили еще в советские годы. А как говорят, в 90-е населенный пункт признали бесперспективным. Я когда сам в район ходил один раз, потом мне письмо пришло. Перспективный аул. Глава Большесалтанского сельского поселения, куда входит Губайдуловка, сам родом отсюда. Однако и он малой родине помочь не в силах. Самовложением тоже вот 15 тысяч. 15 тысяч это один КамАЗ-щебень, там 1,5 километра. Без помощи республики там я не смогу дорогу построить. Как говорят уже в руководстве района, включить строительство дороги федеральные и республиканские программы невозможно, так как в деревне слишком мало жителей. По этой же причине ее ранее уже обошел газопровод. Но сегодня нам пообещали вернуться к решению проблем поселка. Все те проблемы и те пожелания людей мы рассмотрим. И что касается непосредственно восстановления освещения, я думаю, на следующий год. А уже в ближайшие недели в Губайдуловке обещали наладить выездную торговлю. Запустят автолавку. Дмитрий Ирин, Марат Зайдулин, ТНВ, Рыбно-Слободский район.